История традиционной китайской медицины началась более 3000 лет назад. Но первые восточные терапевты появились в России лишь в 1980-х годах. Именно поэтому многие люди сегодня сомневаются в методике китайской медицины, а возможно многие и даже не знают, что же лежат в основах и кому же могут помочь врачи из Поднебесной. Сегодня я, Дарья Анкехова, в рамках проекта «Испытай на себе» попробую все узнать об этом. В отличие от западной медицины, которая считает, что лечить нужно конкретную болезнь, китайская медицина основана совершенно на другом принципе. Китайские врачи считают, что организм – это некая система, и любая болезнь – это лишь некий дисбаланс, либо сбой в этой системе. Поэтому нужно лечить весь организм в целом. И, конечно, любое лечение начинается с правильной диагностики. Меня уже ждет опытный китайский врач доктор Бин Цао, который любезно согласился сегодня продиагностировать меня. Пойдемте. Здравствуйте. 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 Испытано на себе. Доктор Бин, здравствуйте. Здравствуйте. Как давно вы приехали в Якутск? Ой, я уже приехал 11 лет уже. 11 лет в Якутске? 11. И вот все это время работаете в клинике? Ну, и мы Яншин только открыли уже 3,5 года. 3,5 года Яншин открыл. Вообще, вот с какими проблемами к вам чаще всего обращаются жители Якутии? С какими болезнями? Говорите, потому что Якутск сам холодно, сам проблема, говорите, человек позвоночника болеет или что лопатка болеет и позвоночника, и что это из-за холода, да, болеет. Вот это самое много, потому что тут сам холодно. Да. Все болезни из-за холода, да? Да. Доктор Биня, как вы лечите в основном своих клиентов? Ну, наш китайский подход медицинский, самое главное, что иглотерапия. Иголка, как это, как человек лекарство кушает одинаковые. Что лечить, какие точки надо, да. То есть все по точкам? Да. Обязательно. А с вами работают китайские врачи или уже местные? У вас кто в команде? Я сама врач. Сам врач? Мы еще новые врачи 4 месяца уже приехали, мы 2 врача будем скоро. А, у вас 2 врача здесь, да? А помогают вам уже местные, да, ребята? Да, местные 2 помогают, и китайский один есть. И китайский один есть. Доктор Бинь, вот диагностику проводите только вы, правильно? То есть только вы работаете вот на первом этапе с вашим клиентом? Да. Другие никто не умеет, только вы? Мы 2 врача, скоро еще один врач приехали. Сейчас пока я сама работаю. Пока сам. Хорошо, как проходит диагностика? Мы диагностика на пульсе. На пульсе? Да. Очень интересно. Тогда я готова. Что нужно сделать? По левой руке могу узнать ваше сердце и печень, почки. Да. Интересно, то есть пульс на левой руке – это сердце, печень и почки? Да. А правая рука? А правая рука могу узнать ваше желудка, как работает, и стоит давление, как работает. Пульс, да, узнаю ваш, как сказать, почки чуть слабо, и сердце немножко побыстрее работает. Сердце побыстрее работает? Ну, я волнуюсь, потому что переживаю. Тонкий кишечник ваш чуть медленно работает. Тонкий кишечник медленно работает? Да, тонкий кишечник, да. И еще ваше, знаешь, в последнее время не очень хорошо отдыхали. Да. Отдыхаю мало? Да, отдыхаю мало, спать мало. Потому что когда люди мало спать, когда печень тяжело работает. Мы по курице лечиться. И мы сначала люди спина, поточечные скопления делают, что печень болезнь снимай, а потом мы делаем иглотерапию, что почки, печень хорошо, спокойно работает. А потом мы еще делаем вам делали лечим трава.
да. Лечим трава, они без химии, намного лучше, да. Это без химии. А еще что у вас лечит? Часто приходят к вам с позвоночником, да, когда болит позвоночник. Голова, да, наверное, тоже, головные боли приходят к вам, да? Ноги, наверное, тоже болят, да? И старый человек давление, и после инсульта. Да. После инсульта тоже к вам приходят? Да. То есть это такие самые популярные, да? Да, да. Ну, я тут уже 3 года работаю, самое много проблем у меня позвоночника побольше. Да, почти, ну, 80% все позвоночника проблемы. Все с позвоночником в основном, да, приходят к вам, 80%. Доктор Бинь, скажите, пожалуйста, вот основные методики, да, китайского вообще вот оздоровления, это вы сказали иглоукалывание, потом, значит, травы ваши, да, еще что есть? Мы, короче, еще клиенты делают лечебный массаж. Лечебный массаж. Да, точечный массаж. Точечный массаж. Еще если стоит банки. Банки стоят. Китайские банки поставил. Это для якутские люди очень хорошие, потому что банки могут помогать людям, что расслабься и все холодно снимать. Да. Когда люди заболели, ну, холодно видят, да, холодно там стоит, на банк поставить, холодно снимать. Да. Это так намного легче будет. То есть банки любят у нас жители Якутии, потому что от всех холодных болезней, так сказать, спасают банки. Обязательно сегодня попробуем, что же такое банки. Значит, иглоукалывание и массаж, правильно? И еще, по-моему, я знаю, током лечите. Да, да, да. А ток, когда лечите, это когда? Это же когда позвоночка, потому что Якутска много людей есть, что это, ну, обычно если поединца позвоночка 3, 4, 5 позвоночка, это если что считать нерв, через ягодицы на ноги даю, да, потому что это обязательно с током, без тока никак не могу без тока нельзя, да. То есть когда поясница и позвоночник, обязательно ток нужен, да? Хорошо, ну что, давайте попробуем первый метод традиционной китайской медицины – это иглоукалывание, правильно? Иглоукалывание также делает у нас только доктор Бинь, поэтому мы сейчас пройдем в соседний кабинет, и я на себе испытаю, что же такое иглоукалывание. Испытано на себе. У доктора очень красивые плакаты здесь, но, да, знаете, я не сразу обратила внимание, что изображено на это. Вот только сейчас, присмотревшись, я поняла, что это стопа человека, но здесь можно поддетально обратить внимание, рассмотреть весь организм человека. То есть кишечник у нас здесь, обратите внимание, глаза, видимо, это зрение, да. Значит, ну тут практически все органы, они у нас находятся вот здесь на стопе, да. Доктор, это для чего? Ну, это же китайский массаж ступни. Массаж ступни. Массаж ступни, там вообще, ну, как сказать, полный еще вместе 65 точки. 65 точек? Ага. Там ходит что сердце, печень, глаза, кишечник, ну, короче, человека, они еще есть. Да. Все, что есть в человеке, есть вот там на стопах. Но это профилактика, это не лечение, да? Ну, как сказать, ну, они ли здоровью помогают. Здоровье можно помогать. Ну, лечиться, конечно, они эффекта не так быстрее, да. Но это люди, что плохо отдыхают, плохо спали, или что как будто сегодня тебе плохо спала, мы будем делать тебе ноги, печень точка побольше делать, да, что тебе вечером нормально спала. Понятно. Вот то есть это такие незначительные, даже не заболевания, а недуги, допустим, как бессонница, возможно, возможно, голова поболела, глаза заболели, еще что-то, проблемы с ЖКТ, то вот, пожалуйста, промассируйте стопы, все получится. Но это все, опять же, с точки зрения китайских врачей. А вот здесь что у вас, доктор Бинь? Вот это это наш, по-китайски наши точечные. Короче, все, короче, наши точечные массажи, иголкой, что, ну, короче, точка, сеть есть уже, да. Сколько точек у человека вообще? Это, много? Если полный счет, вместе 300 больше даже. Больше 300 точек. Смотрите, дорогие друзья, вон сколько точек есть на человеческом теле. И это все нужно знать, правильно? Ну, конечно. Если не знаю, не могу людей лечить, да. А вы все это знаете, правильно? Ну, это все знаю. Испытано на себе.
Так, короче, мы сейчас делаем тебе это игротерапия, ли голова помогает, ли спать помогает, ли голова кислота поднимается, а потом ваша, ну, голова хорошо чувствует будет и хорошо спать будет. Ага. Это очень хорошо. Как раз у меня часто болит голова. Ага. Вы первый раз иголкой, нет? Первый раз, я даже не видела. Ничего не боится, ничего не больно. Покажите сначала. Так. Итак, дорогие друзья, пока наш доктор готовит иглы, я даже не представляю, как они выглядят, но доверюсь опытному специалисту. А вообще про иглоукалывание я читала очень много, и действительно эта методика очень эффективна при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при головных болях, при болях в суставах. В общем, это чудо иголки. Угу. Наша иголка еще одноразовая. Одноразовая. Ну, это одноразовая иголка. А размер один или бывает больше? Или всегда Ой, размера нашей иголки много. Размер, когда иголки, размер больше 40 размера. Больше 40 размеров? Самый маленький так, самый маленький так. А это самые большие, доктор? Ну, это середина. Средний, хорошо. Так, мамочки, что дальше делаете? Сейчас. Расслабься, просто расслабься, ничего не больно, ага. Да. Сколько вам лет? 34. Ага, я сейчас просто тебе разговариваю, что ты забыл больно. Это вы меня отвлекаете? Да. Все, так быстрее. Ой, господи. Меня как будто кусает оса. А сколько иголок-то надо? Ой. Все, два последних. Два последних, ага. Два последних? Угу. Мамочки. Все. Все? Угу. Все. А это зачем? Это тоже для головы? Вот эта точка называется китайский хэгу. Хэгу точки, да, намного помогает, что ли зубы нервы болит, что ли голова болит, ли голова кислота поднимается, эта точка намного помогает. Поэтому это самое главное, чуть-чуть больно. Это чуть-чуть больно, да. Дорогие друзья, это, знаете, как неприятно, с одной стороны, но сейчас уже привыкла. Эмоции какие. А вообще много людям иголок надо ставить? Ну, 10, 15, 20, бывает такое? Смотри, какие проблемы. Если что, ли спина позвоночника, еще больше ставь надо. Ну, когда иголка поставила, просто расслабься, ну, 1-2 минуты потерпи, еще уже. Сейчас больно чувствуешь? Меньше стала чувствовать боль, да, правда. Правильно доктор говорит, нужно немножко. Но правда, когда шевелишь головой, вот так. То 2 минуты потерпи, еще больше уже не чувствуешь больно. Вы знаете, дорогие друзья, ощущения такие, прям что, ну, реально в тебе иголки. Но потом оно все ослабляется. Вы посмотрите, во мне иголки. Это все, эффект немножечко расслабляется. Вот в голове то же самое. Но все равно ты чувствуешь, что в тебе есть инородное тело. И сколько раз надо приходить так? Сколько вообще сеанс иглотерапии бывает? От скольки сеансов? Минимум сколько? Ну, мимо, обычно 5 сеансов мы один курс делаем, да. Один курс 5 сеансов. И тут все в голове у меня. Сколько там штук? Сколько там штук? Ну, 10 штук. Ужас. Какой ужас. Представляете, иголки. А детям можно иглы ставить? Можно. Наш Китай, ну, короче, 2 года уже начинаем, можно уже иголки ставить. Ну, именно какие проблемы. С 2 лет можно, да? Вы знаете, вокруг дырок, вокруг... Видите?
Не видно ни дырочек, ничего. Но болевые ощущения остались здесь. Прям чувствуется, что здесь была игла. То есть как вот синяк небольшой, но с виду ничего нет. Но пальцы шевелить больно. Когда он вытаскивал иглы из головы, я это тоже чувствовала. Так что сразу предупреждаю, дорогие друзья, что эта процедура, ну не сказать, что прям болезненно, но неприятно как минимум. Ну то есть чуть-чуть ты все равно что-то ощущаешь. Но в принципе это терпимо. Испытано на себе. Ну что, дорогие друзья, испытала на себе я иглотерапию, так сказать. Самое главное, что это сделал опытный доктор. Ощущения, сразу скажу, следующие. То есть я все равно чувствую, что вот после того, как доктор убрал иголку здесь вокруг этого места, есть такое некое, ну, давление, наверное, или вот, ну, ощущение после укалывания и в руках. Но самочувствие прекрасное. Никакого головокружения, никаких побочных эффектов я не ощущаю, хотя иглы я боюсь. Но сейчас я чувствую совершенно себя спокойно. Я так даже, можно сказать, и головных болей-то не ощущаю никаких. Но готовьтесь к тому, что, в принципе, эта процедура не для слабонервных. Ну а так, все хорошо, и я готова попробовать следующую методику. Испытано на себе. Про чудодейственные свойства китайского массажа можно говорить часами. Но в нашем проекте мы не будем говорить много, мы лучше один раз покажем. Пройдемте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Манас, я массажист в этой клинике. Что у вас беспокоит? Я уже ознакомился, у вас головные боли, да? Да. И можете вы ложиться, на спину вам ложиться надо. Я сейчас вам массаж головы сделаю. Хорошо. Это хорошо улучшает кровообращение. Обычно индивидуальный подход делаем. У каждого человека чувство очень разное бывает. У некоторых гиперчувствительность, у некоторых вообще не чувствуют, говорят побольше. Так. И из-за этого индивидуально. Сейчас вам, если больно будет, скажете, хорошо? Хорошо. От шеи начнем. Здесь очень много точек, то есть в разных местах, особенно на голове и на ступне, очень много точек есть. А сколько сеансов обычно массаж нужно делать? Ну, чтобы, допустим, избавиться от каких-то недугов. Массаж от 5, ну, 4-5 сеансов можно попробовать. Если не сильно, да, что-то там, не запущенное что-то. Во-первых, когда массаж спины, если сделаем, да, то есть массаж спины, во-первых, надо узнавать. А есть ли на голове какая-то определенная точка, вот, которую вы можете посоветовать зрителям, допустим, массировать, ну, по чуть-чуть каждый день? Когда сейчас очень много людей, да, очень много людей, много сидят, много телефоны, компьютеры, то есть у них уже работа, то есть связана с этим, да, без этих работа не могут работать, то есть и большинство случаев, вот сейчас вам покажу необходимые точки, да. Когда вот смотришь ярко, в темное время, иногда ночью работаешь, и по-любому глаза устают. Да. Вот глаза, вот эти точки, ну, здесь нажимать можно, здесь нажимать немножко, не очень сильно. Здесь массажировать можете самостоятельно. Точек очень много. Это чтобы глаза расслабились? Это глаза, и иногда бывают головные боли. Тоже это хорошо помогает. То есть просто вот так зажать и держать? Да, зажать, немножко нажимать, потом немножко расслабить, нажимать, расслабить. Так. Еще бывают такие вот, так делаем. Это тоже хорошо помогает. И в некоторых местах кислород поступает, кровообращение улучшается. Очень, ну, очень много полезных вещей есть. То есть обычно на массаж ходят вот 4, 5, 6 сеансов. А на лечение вот комплексные иголки все, ну, банки получают. Вот, они ходят примерно от 6 до 8. Иногда бывает
на 10 сеансов записывается. Мгм. Еще такая есть, ну, так делаем. Иногда у шеи у некоторых людей шея защемляет, из-за этого головные боли тоже бывает. Потому что нервы отсюда идут, ну, нервы, очень много нервов, да, в организме. Из-за этого шею тоже расслабляем. Здесь хорошо? Так, несколько раз. Испытано на себе. Расслабьтесь, хорошо? Есть точка здесь, ямен называется, вот, на голову очень хорошо помогает. Не только на головную боль, а профилактика тоже. Ямен? Да. Мгм. Просто вам надо расслабиться, я немножко подниму. Это основа головы, то есть там соединяется позвоночником. Откуда там этот первый позвоночник. Но это тоже не очень сильно. И здесь тоже точки есть, вот на шее. Вот на шее, здесь ямки есть. Вот. Оттуда, здесь тоже не очень сильно нажимаем, а в основном силу на большие пальцы. И расслабляем мышцы. Можем так делать еще. Это тоже не сильно. Каждому индивидуально здесь подход делаем. В основном головные боли ходят вот после им большинство пациентам так нравится. Но не Когда так сильно. сдавливают череп? Ага. Ну, то есть вот все-таки китайская, да, традиционная медицина, да, ну, в частности вообще китайский массаж головы, это все-таки немного другое, нежели, допустим, традиционный массаж, Да, они отличаются. Ага. западный. Я сам учился, да, на массажиста, но там совсем другие движения были. То есть А здесь китайская совсем отличается, другие. Ага. потому что все основано на акупунктуре, В наверное. основном у них поточечно, то есть. Ага. Все? Ну все, спасибо вам большое, у вас Пожалуйста. золотые руки. Давайте еще раз Пожалуйста. резюмируем. Ну вот сегодня у меня был массаж головы. Вот вся такая растрепанная, головы? да, Ага. с размазанным макияжем. Ну, во-первых, дорогие друзья, как минимум приходите без макияжа, правильно, на Да, массаж. да. Ну а Да, вообще, да, помогает. вообще Ага. лучше, конечно, прийти вначале на диагностику доктору, да, Да. потом уже прийти к вам, получить эти 5-7 сеансов массажа, неважно, будь то массаж головы, массаж спины, но самое главное, что все это основано на той самой акупунктуре. То есть этот массаж отличается от многих других классических лишь тем, что здесь работают на определенные точки. И как сказал мой доктор, да, Да, он сказал, что здесь не просто расслабляют и профилактика заболеваний, здесь можно и вылечить Да. некоторые проблемы со здоровьем, некоторые недуги благодаря этим волшебным Вылечить, профилактика. Ага. Ну что, тем временем я вот вся такая расслабившаяся, лохматая, готова перейти к следующей процедуре. Ага. Испытано на себе. Финальной частью моего эксперимента по познанию, что же такое китайская традиционная медицина, завершится именно на этой терапии. Будем сейчас ставить банки. В этом мне поможет массажист Елизавета Рожина. Елизавета, здравствуйте. Здравствуйте. Елизавета, а с какими обычно проблемами приходят к вам именно на такую терапию? Боли в спине, мышечный тонус, проблемы с легкими. И у нас еще и хиджама. Вот мы прокалываем, и там уже кровообращение хорошее становится, давление. Когда высокое давление, гипертония, снижает давление. И противопоказания, если давление у нас пониженное, то мы обычно не ставим. Не ставите. Да. Хорошо, заговорили за противопоказания. Еще кому категорически нельзя ставить банки? Банки нельзя ставить до 14 лет обычно, ну, детям. И с заболеваниями, туберкулез, такими нельзя.
Елизавета, а сколько длится по времени один сеанс банок? Ну вот сколько лежишь ты с этим банком? 10 минут. 10 минут всего 10 лишь? минут, да. Достаточно? Да, достаточно. Хорошо, и сколько сеансов в среднем нужно пройти? Конечно, я понимаю, что когда, наверное, очень серьезные Да. какие-то проблемы, нужно больше. Ну, в среднем сколько В сеансов? среднем 5-7 дней. 5-7? Ну, хватает, ага. То есть каждый день нужно ходить? Каждый или- день, ага. То есть А вот хиджаму мы перечисляем. Иногда надо, иногда не надо. Через день можно делать. А банки, да. банки просто каждый день, то есть Каждый за день, неделю да. можно избавиться от какого-нибудь недуга, правильно? Да, правильно. Хорошо, вы сказали, что разница в этих банках лишь в диаметре, это от того, куда ставишь, да? И все. Вижу, здесь стоят какие-то другие баночки, а это для чего? Да, это бамбуковые. Бамбуковые. Они китайские баночки тоже у нас. Ага, мы его используем для похудения. Похудение? Женщины приходят, да, мы на живот его делаем. Смотрите, девочки, берем на заметку. Хотите похудеть, приходим на массаж. Это массаж? Баночная терапия. Баночная терапия именно такими волшебными баночками. То есть на живот кладете Да. и... Тоже горячее. Тоже мы его подогреваем и на живот. Тоже 10 минут. 10 минут, 10 минут. и жир уйдет? Помогает, да. Помогает? Да, Реально помогает? помогает. То есть сколько плюс сеансов? ну, Сразу куча вопросов у девушек сейчас будет. Сколько нужно сеансов вот именно с бамбуковыми баночками? Ну, в среднем тоже 10 дней обычно ходит. Для похудения. Для похудения. Массаж и банки. То есть все равно все нужно в комплексе делать? Да, все в комплексе надо делать. Хорошо. Испытано на себе. Так, у нас мы берем иглу. У нас она одноразовая. А зачем игла? 2 миллиметра игла. Мгм. Так. Берем спирт. Вот, оказывается, такое. Вы готовы? Да. Так. Мы вам будем делать точку здесь киншу. Это для печени. Мгм. Чтобы у вас этот сон был хороший. Вот. Чувствуете Да. напряжение здесь? Очень. Обычно вот эта область, головная боль здесь обычно делаем. Но у вас давление низкое, да? Не знаю. Будем здесь делать, хорошо? Хорошо. Согласна? Обрабатываю. Готово? Чуть-чуть неприятно будет. Хорошо? Что это? Что это такое? Еще чуть-чуть. Хорошо? Это иголка. Ага. Все. И здесь. Хорошо? Все? Ой. Все, все, все. Стряхиваем, ну, чтобы не капнуть. Готовы? Это больно? Чуть-чуть. Нет, это нормально. Нормально? Терпимо, да? Да, после этого укалывания это терпимо. Расслабьтесь. А это больно, оказывается. Ну, не больно, а Сейчас тянет. через 2-3 минуты отпустит боль. Все, хватит. Терпимо? Да, Ставим таймер. все тянет очень сильно. Нормально? Отлично. Точно?
Да, я бы и рада дать комментарий, но встать я не могу. Собственно, лежу, пока поделюсь своими эмоциями, вот пока лежу. Очень сильно тянет всю кожу, мышцы тянет. Но лучше пока не говорить, мне кажется. Хиджама применяется при гипертонических болезнях, убирает сахар с крови, улучшает работу крови, сердечно-сосудистой системы, улучшает снижение спазм. А как вы понимаете, что достаточно крови набралось в хиджаму? Всегда по-разному. Например, вот здесь больше, здесь меньше. Это от человека тоже зависит, физиологии человека. Не бывает мало крови, это же сгусток. Оно тут. Сколько есть, мы можем. Мы сегодня сделали здесь, да? Чуть-чуть ниже, там будет так же. Бывает, вот целая банка даже бывает. У мужчин обычно, ну и у женщин. Испытано на себе. Светлые. Хорошо. От банки остаются следы светлые и темные. Если светлые, то это очень хорошо. Бывают очень черные. Это очень плохо. И хиджама, и банки, вот это все убирает. Испытано на себе. Помимо этого у нас еще массаж током есть, токовый массаж. Тоже по точкам делаем массаж. Это хорошо помогает на нервы, на иммунитет повышает и клетки омолаживает. Индивидуально делаем каждому. Некоторым посильнее, от состояния зависит. И ток я чувствую через меня. То есть это 2 провода. Один у меня на ногах будет. Я буду контролировать. И 1 провод, то есть у пациента. И когда я буду прикасаться, у меня уже через ток, через мои руки идет ток. Сейчас вам покажу. Не бойтесь, хорошо? И подготовка пациента тоже нужна. Не бойтесь, все будет хорошо. Просто немножко небольшой ток вы чувствовать будете. Так. Чувствуете, да? Да. И по позвоночнику так идем. Где у пациента болезненное, проблемное место, я тоже чувствовать буду, потому что я тоже чувствую ток. И где болит, побольше это делаем. Останавливаемся, побольше поддерживаем туда, то есть силу. Терпимо, да? Да. Да. Это тоже на позвоночнику очень хорошо помогает. Клетки омолаживает. Мышцы тоже расслабляет. На нервы действует, то есть. И те, которые протрузии, все эти тоже хорошо помогают. Как массаж, тоже эффект одинаковый. Даже чуть побольше. Вот у вас здесь немножко болит. Да, да. Чувствуется, да? Я чувствую там боль. Да. Вы чувствуете это? Ага. Я чувствую очень сильную вибрацию, реально Да. ток бьет, товарищи, прям бьет по позвоночнику через его руки. Ага. Это вот просто какие-то непередаваемые ощущения, и вот в этом месте реально больно. Ага. Еще так делаем. То есть плечо тоже. Плечо тоже так делаем. Уже на мышцы тоже влияет и двигается. Вот, чувствуете, да? Тянет. Да.
Вот, тянет. На лопатки тоже хорошо помогает. И так, где на ребра тоже можно так. На внутренние органы тоже хорошо помогает. Вообще совершенно какие-то это непередаваемое ощущение, вы знаете, прям, ну реально, как будто по мне, я не знаю, вот волна проходит. Мурашки, да? Да, Типа так. электрического тока, такая небольшая тяжесть, и все вибрирует. Кажется, реально, как будто по мне водят каким-то инструментом. Нам еще невритом ходят. Ай, вот вот. тут было больно. То есть нам невритом тоже ходят. Это активирует клетки человека. То есть клетки омолаживаются, и некоторые клетки бывают пассивные, да? После этого омолаживаются и то есть активируются. Ну. Ага. И на руках, и на ногах тоже можно эту, и на животе можно. То есть противопоказания здесь тоже особо мало очень. Те, которые очень болезненные, или аппарат стоит. У некоторых же бывает аппарат на сердце, да? Вот и у этих противопоказания. То есть, а остальным можно. Для профилактики пойдет, и для лечения очень хорошо помогает. Ну что, дорогие друзья, первый раз в жизни испытала на себе массаж током. Вы знаете, не пошла бы никогда на эту процедуру, но решилась на нее лишь потому, что ток проходил через руки массажиста. Это реально какие-то непередаваемые эмоции, непередаваемые ощущения. И, собственно, ну, это впечатляет. Ну, и я уверена, что именно такие микроволны, они имеют и свой лечебный эффект. Попробуйте. Испытано на себе. В нашем центре еще есть массаж гуаша. То есть мы массаж делаем с помощью этой штучки. Эта штучка называется скрепка. И мы скребываем. То есть это у некоторых людей в капиллярах на спине, на животе можно, на шее можно это гуаша делать. То есть когда человек кашляет тоже, на простудные тоже очень хорошо помогает. И из первых причин это скопление снимает. Скопление крови снимается с помощью этой скрепки. Замажем немножко масла. И эта манипуляция немножко чувствительная. После этого немножко покраснение бывает. Ничего страшного. Просто это пройдет на днях. Угу. Начнем. Немножко неприятное, чуть-чуть боль бывает. Ага. Чуть-чуть потерпите и это привыкните, хорошо? Угу. Терпимо, да? Да. У вас скоплений мало. У некоторых людей сразу покраснение пойдет. В основном мы делаем гуаша, те, которые кашляют много. То есть у них уже этот грипп, ОРВИ, на эти болезни тоже очень хорошо помогает. Не только в капилляры, а внутренние органы, на сердце, на печень, почки тоже очень хорошо помогает. Улучшает кровообращение. Когда улучшается кровообращение, вы Как слишком вы говорите, здоровы. у вас скоплений очень мало, я не знаю, то ли радоваться, то ли нет. Потому что сразу обычно, когда говоришь скопление, думаешь скопление жира, сразу как-то ассоциации. Скопление крови. Скопление крови у меня мало, значит живем, товарищи. Скопление крови в капиллярах. Вот это снимаем мы с помощью этого массажа гуаша. Ну что, дорогие друзья, знаете, банки банками, но эта процедура для достаточно терпеливых людей. Потому что сколько бы мне ни говорили расслабься, расслабься, я не могла расслабиться после вот этого, знаете, ощущения, когда на тебе стоит практически контейнер. Но хочу отметить, после того, как сняли баночки,
все было идеально, то есть реально расслабляются все мышцы. А вот что касаемо баночек, куда выходила моя кровь, вы знаете, ощущения не самые приятные, когда тебе прокалывают кожу. Но опять же, я уверена, что вся плохая кровь из меня вышла, а это значит, что все во благо. Испытано на себе. Восточные медики еще много тысяч лет назад поняли, что предупредить заболевание гораздо легче, чем встретиться с ним. Сегодня в рамках «Испытано на себе» я попробовала понять, что же такое традиционная китайская медицина. И я, если честно, в восторге. И если вдруг у вас есть некий недуг или вы, возможно, столкнулись с каким-то заболеванием, то, конечно, нужно обратиться к специалистам. И в этом случае вам помогут сотрудники Центра традиционной китайской медицины Ян Шен. Испытано на себе.